Всем здравствуйте, с вами Алена Алексеева. Сегодня у нас специальный выпуск, и он посвящен довольно сложной, довольно острой, очень щепетильной и очень спорной теме – национальный вопрос. Любые события, которые бы ни происходили в последнее время в общественном пространстве, так или иначе вызывают реакцию одного порядка. Когда люди пытаются усмотреть некую национальную подоплеку в каких-то ситуациях. Криминальные инциденты, что-то происходящее просто в обществе, что-то связанное с политикой. Везде начинают видеть, усматривать какой-то национальный момент. Меня и саму регулярно пытаются вовлечь в эту тему. Кто-то считает, что я не поддерживаю местное население, кто-то считает, что я являюсь неким голосом народа. Я эту тему вообще всегда старательно избегала, потому что огульно ее обсуждать, на мой взгляд, нельзя. Это очень-очень тонкая, очень-очень деликатная тема, которую мы сегодня попытаемся, в сжатые рамки временные, раскрыть. С вопросом национальности я сталкивалась с самого детства. Когда я была маленькая, ходила в детский сад, однажды я принесла домой шутку и рассказала ее папе. Якуты-баламуты пироги варили, пироги не варятся, якуты ругаются. В ту же минуту я получила реакцию от отца. Никогда в жизни таких вещей не говори. Ты якутка, и ты должна этим гордиться. Слово папы — это просто был закон. Я же не просто так принесла этот стишок. Это же то, что на самом деле говорилось в обществе детского сада. Эти проблемы, они существовали. Другая ситуация, когда мне тоже было лет 6, мы с моей сестренкой играли во дворе. Играли на детской площадке, мама обычно нас спокойно отпускала, как это было в советском детстве, да, все дети играли во дворе, родители смотрели с окна или с балкона, звали ужинать, обедать и так далее, делать уроки. Мама выглядывает в окно и смотрит, нет у нас на площадке. И она пошла нас искать. Выходит, а в этот момент нас зажали в круг дети с этого двора под предводительством одной девочки смешанной национальности. Папа казах, мама якутка. Стояла с иглой от медицинского шприца и говорила: сейчас проткнем глаза якуткам. У меня ладони вспотели, я стояла вся напряженная, я реально боялась, что мне сейчас выколят глаза за то, что я якутка. Причем девочка сама наполовину якутка. Это просто дичь какая-то. А дети стояли, смотрели, и вдруг слышу знакомый голос: «Алена, что вы тут делаете?» Я стояла и рыдала, я не могла объяснить маме, что произошло. Потом я ей, конечно, дома уже успокоившись, рассказала. В общем, вот такие вот случаи имели место быть. Испытав вот этот стресс, я в целом не являюсь сторонницей муссирование проблемы с точки зрения национального вопроса. Национальный вопрос необходимо решать абсолютно в другом ключе. Есть понятие национализм и есть понятие национальное самосознание. Я за то, чтобы повышать национальное самосознание, и за то, чтобы нивелировать национализм. Нельзя людей оценивать или судить по внешности и по национальности. Это то, что мы не выбирали. Это то, к чему мы не прилагали усилий. Это то, что нам дано по факту рождения. Исправить это невозможно. Это просто ксенофобия. И этого быть не должно в цивилизованном обществе. В то же время боль и переживания якутского народа мне вполне понятны. Те же середины 80-х, да, это когда была массовая, серьезная драка с серьезными последствиями между студентами, да, вот именно как раз на национальной почве. Она, конечно, стала неким триггером в том, что в обществе изменились настроения, в том, что в обществе начался какой-то передел. Весь советский период — это довольно сложный период вообще для всей страны, но и для республики в том числе. Еще Ленин в свое время сказал, что он уважает право нации на свое самоопределение. Сменивший его Сталин, он немножко по-другому представлял понятие свободы, и то, что интеллигенция якутская подразумевала под свободой в чистом виде, конечно, разнилось. И очень много было репрессий. И это все, конечно, помнит и история, и наш, такой некий генетический код, да, наша память. Но в любом случае это все в себе аккумулируем. То есть подавление всевозможных массовых волнений, создание колхозов, перелом полностью, передел принятого уклада жизни, когда все люди жили одним и тем же размеренным, привычным образом жизни. Это все сломалось. И начались колхозы, то есть людей объединили в большие коллективы с людьми, с которыми они были незнакомы. То есть вот это вот все состояние, конечно, провоцирует настроение свой-чужой, постоянное определение, да, где мой, где свой, доверяю, не доверяю. И вот это вот все начинает очень активно разворачиваться в наши дни.
Почему я, собственно говоря, не хочу поддерживать тему национального вопроса, потому что это всегда какой-то перекос. Это перекос в любом случае. То есть я знаю людей, я знаю примеры из их жизни, когда людям говорили: ты должен жениться обязательно на русской девушке. Ты русский, ты должен жениться на русской девушке. И вот молодой человек принципиально, речь не о моем муже сейчас, и вот молодой человек принципиально просто, супротив, так сказать, родительской воли, хотел жениться принципиально на якутке. И вы понимаете бредовость всей этой ситуации, когда люди выбирают себе партнеров на всю жизнь, ориентируясь на его национальность. Не на человеческие качества, да, а просто на национальность. И это довольно часто встречается. Это довольно часто можно увидеть в каких-то больших чатах, где сидят, допустим, мамочки, сидящие по уходу за ребенком. И вот они начинают обсуждать какие-то события в обществе, или там какие-то сплетни, или какие-то слухи, когда говорят: ну конечно, она вышла замуж за русского, или наоборот: надо выйти замуж за якута. То есть вот это вот все, когда на кон ставится целая жизнь, а там только вопрос национальности. Это нездорово. И нельзя ориентироваться на национальность, когда речь идет о государственном управлении, об управлении на предприятиях. Люди должны работать именно по своему направлению, по своим специальностям, по своим умениям, по своим знаниям, по своему опыту, по своему стажу. Ну, нельзя посадить человека просто потому, что он той нужной национальности какой-то. Или гнобить человека, потому что он какой-то ненужной национальности. Не может экономика нормально функционировать в таких условиях. Не может общество нормально проживать в таких условиях. Потому что это бесконечный невроз, который вот нарастает, нарастает и уже идет каким-то вот таким, знаете, фоновым шумом. Знаете, вот как фен или вот как в самолете, вы когда летите, вот этот шум бесконечный. Но здесь, на мой взгляд, вообще очень-очень большая опасность того, что мы сами подставляемся, вот как республика, как общество, как жители, как население, вне зависимости от того, какой мы национальности. Потому что республика, которая постоянно фонит какими-то национальными темами, которая постоянно ищет в любой проблеме именно национальный вопрос, не захочется ли ее просто заткнуть, потому что она все время что-то галдит на тему «нас обижают», «нас притесняют». И вопроса национального самосознания на самом деле это не касается вообще ни разу. Что является вообще основой? Это язык, это культура, это история, это спорт, это литература, это изобразительное искусство. Вот это все. И ведь этого всего у нас достаточно. У нас столько театров, столько пишущих людей. На самом деле у нас очень мощно работает издательство. Люди пишут книги, люди пишут летописи, люди описывают свою жизнь, люди вспоминают историю. Это же прекрасно. Сколько у нас талантливых художников, сколько дизайнеров. Понимаете, эти традиции, они же переходят, потому что вот это вот мощный код, который несет наше национальное самосознание. Это то, как мы себя действительно можем идентифицировать, это то, как мы себя можем представить миру. А вот эта вот бесконечная возня на тему свой-чужой, и особенно вне зависимости от степени тяжести поступка или проступка, мы пытаемся оценивать в любом случае с точки зрения поблажки, потому что это свой. Так быть не должно. Чтобы чужие боялись, мы действительно должны быть более строги к своим. Чем более повышенные требования мы предъявляем к самим себе, тем более трепетно, с уважением к нам относятся гости. Нельзя говорить на словах: давайте мы, наконец, будем хозяевами нашей земли. Чтобы быть хозяином своей земли, нужно быть действительно настоящим хозяином. Хозяин никогда не пойдет и не бросит у себя во дворе окурок. Настоящий заботливый хозяин, настоящий рачительный хозяин, он всегда все держит в порядке. Он всегда подправит забор, если вдруг он перекосился. Он всегда посадит дерево. Чем бережнее мы сами будем относиться к своей земле, к своим городам, к своим селам, тем уважительнее будут относиться и гости. Я вот просто считаю, что у нас действительно очень-очень мощный потенциал. Мы очень сильные, мы очень способные, мы открыты к развитию. И вот смотрите, да, в обществе все больше и больше и сильнее закручивается вот это вот напряжение, эта агрессия. Но агрессия никогда не порождает ничего здорового. То есть на этом фоне ничего не прорастет. Нация, которая в себе уверена,
она никогда не будет вести себя агрессивно, потому что она чувствует вот этот стержень. В ней есть достоинство. Нельзя, по идее, уважение заслужить кулаками. Это никогда не работало, это не будет работать. Мы только личным примером того, что мы бережем свою природу, того, что мы думаем о нашем будущем, только на такой основе мы сможем сформировать впечатление о нас самих, как о достойной нации. Нет ли у вас такого впечатления, что в последнее время эта агрессия, она подстегивается извне? Она создает образ агрессивного, неадекватного, вечно недовольного народа. И вместо того, чтобы добиться действительно усиления, да, вот этого национального самосознания, мы просто можем чего-то лишиться. Например, даже статуса республики. Подумайте об этом.